Ну, в принципе, то ли наступила зима, то ли не наступила, или это осень у нас. Но река пока безо льда. Снега, правда, порядочно. Ну как, порядочно воды прибыло. Порядочно. Порядочно это не то слово. Офигенно прибыло. Чуть меньше, чем весной было. Да. Ну, столько дождей было, снега. Это хорошо, я на всю длину вверх втыкал. Так. Слушай, а наша цепь не в воде осталась? Это уж я не знаю. Ее тут не видно? Мать моя, слушай, а без бродней. Да. Вон в кустах палка видна. Ей цепь достать, да. Да. Если еще выдернем. Однако, нормально. Так, палка просто так, или я туда свою кидал. А лодок все меньше и меньше. Но энтузиасты еще есть. Есть. Не то слово, навалом еще энтузиастов. А вон лодка почти утонула с мотором. Это явно рисковый товарищ. Не смотрит за лодкой. Может, сегодня вытаскивать хочет, да из этого. Но задрал. Да я думаю, что он раньше просто вытащил, а сейчас давно не ходил и забыл. Она так и осталась. Вообще-то какая-то странная лодка на берегу, как будто пикник делали на нем и забыли про лодку. Ну, первая задача сейчас цепь найти в воде. Какую ты палку говорил? Лежит он. Там в кустах. Лежит он, да. Вот что Гродни не взял. Ух ты. О, да. Не понял. На берегу. Пока конец. 30 сантиметров на берегу. Ну, -1, руки немножко мерзнут. Барышки не взял? Взял. Ух ты! Ни хрена себе воды сколько нахлестало. Ну, ваша же недаром так поднялась. Сегодня 21, да? Где-то примерно так. А мы приехали 12, это за 9 дней столько воды нам лодку добавило. Да. Тогда 1,5 метра поднялась, и тут минимум метр еще поднялась. Нормально. По сути дела, это поздняя осенняя ситуация. В принципе, обычно так и бывает. Дожди, снег, воды прибавляет резко. Слушай, я сначала удивился, прогноз погоды посмотрел, что днем будет холоднее, чем утром. А реально будет холоднее. Все светлее и светлее. Небеса становятся. И солнце вышло. Так, ладно, сейчас вытаскиваем. Жаль, что умная мысля приходит опосля. И горы песка. И промою, и снова выкачаю. Так. Я думаю, 80% смоешь. По крайней мере, нос блестеть стал. Ну, а немножко останется будет. Собака пробегала, учудила, пробегала мимо, квадрокоптер увидела, у нее челюсть отвалилась и уставилась, что это чудо-юдо такое. Глухарь, не глухарь.
А он там потом нас гавкнул или квадрокоптер гавкнул? На А. коптер. Пару раз гавкнул, плюнул, Гавкнул и удрал. плюнул, сказал, обманщики, гады, и убежал, да. Это сюда. Это сюда. Тихо, да, чтоб бревно не каталось. Посмотрю, ага, давай. Ой-ой. Так, ну ладно. Настало время залазить. Как думаешь, я еще не настолько потолстел, чтобы сюда не влезть? А у меня куртка есть. Че, с курткой? Куртку под себя. Да, под себя и полезу. Так, ну что, курточка? С курткой точно не пролезешь. Это я толстый или куртка толстая? Осталось проверить. О, зато какая она мягкая и тепленькая. Ну, проверяем. Короче, я понял. Сало много кушать вредно для здоровья. Не пролезешь под лодку. Так, пролез. Даже пузо пролезло. Если это внизу, на нее. Ну что, ребята, сопротивляться вздумали? О! Слушай, классно стоит. О, ух ты, типа солнце выглянуло. Почти выглянуло. Слушай, а с курткой намного удобнее, теплее. Так что спасибо, курточка помогла. Так, не одни мы навигацию кончаем. Мало каши ели. Два мужика практически не могут сдвинуть. А может, не надо было. Слушай, а со стороны наблюдать так интересно. Ну что, Валерий Борисович, лодки на зимнее хранение. Будем считать, что навигация закончилась у нас. Закончилось. На следующей неделе там верить, не знаю, минус 15, а это практически река встает. Так, а мы не поторопились с закрытием сезона. Народ еще ездит, и ездит вовсю. Ну, пес, видно, охотничий. Предупредил, что чужак близко стоит. И судя, что по его нетерпению не первый раз на охоту едет. Пейзаж 23 октября. То ли зима, то ли еще осень. 29 октября. Ночью проскочили минус 6. По маленьким речкам только легкие забереги. Это ерунда, мелочи жизни. Днем сейчас минус 4. Ну, можно сказать, ждем зимы. 31 октября. Маленькие речки у нас уже стоят. Так, а интересно, как Вашка? Сейчас посмотрим. Снега уже навалом. Пожалуй, пора на снегоход переходить. Вот здесь, за 100 метров от поселка, белки бегают. Как у себя дома. Снег уже стал доставать автомобилистов. Ну что, Валерий Батькович, у нас считают, что когда река встает, зима наступает. Но река еще шурует. Минус 6 пока не встает. Но, по-моему, снегоход уже пора. Давай будем считать, что снегоход по снегоходу зима или не зима у нас. Или осень продолжается. По-моему, снегоходу пора выезжать. Да, вытащим. 1 ноября. А Шуга-то будь здорова вообще-то. Да. Немножко не хватило, чтобы устать. Маленькие речки встали. Ну, Шуга не слабая вообще-то. Собственно говоря, природе чуть-чуть только не хватило, чтобы встать в реке. По прогнозу сейчас ночью ближайшие 2 дня минус 10 вроде обещают. А потом с Москвы на нас наскакивает оттепель. Завтра в Москве плюс 10 якобы будет. А там у нас плюс 1 доскачет.
И до Нового года на шугу любоваться будем, да? Ну, вот Да? теперь недельку где-то. Но шуга приличная, то бишь река прилично остыла. Мгм. Мошняцкая шуга, мошняцкая, достаточно плотная. Сильно плотная. Пожалуй, лодочный сезон можно считать, что он закрылся. И закрылся по полной программе. Сильно уже не поездишь. Интересно, а припой, считай лед край берега, кто-то уже обновил. Пробежался по нему. Для норки, пожалуй, крупноват след. Выдра, что ли, тут нагло бегает? Выдра. Еще хвост за собой волочит. Самый-самый край льда. Воды не боится. А тигарские сапоги, будь здоров, цепляются. Там такие мошняцкие выступы. И по горке достаточно легко подниматься. Легче, чем в обычных сапогах.